Тем временем в Хангаласском УУСе скульпторы борются за звание лучшего. Здесь стартовал ежегодный фестиваль ледовых скульптур. Работу мастеров оценила Виолетта Засимова. Помимо объявленного в России года кино, в Республике года благоустройства в Хангаласском УУСе 2016 год пройдет под эгидой легендарного Тыгына Дархана. Личность этого великого объединителя якутских племен породила множество преданий, увидеть которых воочию мы сможем на 3-м республиканском фестивале ледовых скульптур «Актем-парк». Фестиваль традиционно длится 2 дня. В первый день проводится блиц-турнир. Команды за ограниченное время должны создать небольшие фигуры изо льда. Первые 2 года участники управлялись за час. В этом году организаторы увеличили время до 2 часов. После блиц-турнира начинается основной фронт работ. В этом году тематика у нас посвящается году Тыгына и Хангаласскому УУСе. И называется она «Век Тыгына». Все композиции будут тематические, как истории Тыгына. Администрация Хангаласского УЛУСа поддерживает проведение фестиваля с первого года и выделяет главный приз победителям – сертификат в 100 000 рублей. Лично мне понравилась это вот как раз фигура Тыгына на фоне 2 районов, на фоне Ленских скал. Человек, который пытается объединить территорию народа Саха, разные роды народа Саха. В результате 2-дневной борьбы победителями стали Илья Лиханов и Григорий Гуляев с композицией «Аиллы». 2-е место заняли отец и сын Аргунова из Намского УЛУСа с композицией «Тыгын Сыджана». 3-го места удостоилась команда «Техтюр» из Мегино-Кангаласского УЛУСа. Их скульптура называлась «Пожелание великого предка». На блиц-турнире победу одержали Максим Хлопков и Василий Корякин. А прошлогодним победителям команде «НСЛ» из Намского УЛУСа семейству Шадриных был вручен приз зрительских симпатий. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК «Саха», Хангаласский УЛУС.